Между тем, над загадками космоса до сих пор работают тысячи ученых разного профиля во всех частях света. Сегодня мы расскажем об одном из таких исследований. Россия хочет возобновить полеты на Луну. В связи с этим актуальным становится исследование якутских ученых о влиянии космических лучей на здоровье человека и технику. В республике эту работу начали еще в 70-х годах. С подробностями Анна Саркомова. Валерий Игнатьевич занимается исследованием космической погоды около 45 лет. А в 2006 году ему удалось предсказать грядущий сбой 11-летней цикличности. В то время как российские и американские коллеги сделали совершенно противоположные прогнозы о самом мощном цикле. Сейчас Валерий Козлов по поведению лучей может предсказывать космическую погоду. В настоящее время ситуация такова. Поскольку у нас был задел и была своего рода фора на международном уровне, то нам же впервые же и удалось создать вот такого рода робот, который каждые 12 часов заходит на, в данном случае, европейскую базу данных, ну, там уже мировая сеть станций, и мы на базе этих уже мировой сети полярных станций с хорошим отношением сигнал-шум выявляем этот предвестник. Большая часть территории Якутии находится на высоких широтах, то есть близко к полюсу. Это расположение критично для нас, ведь чем ближе к полюсу, тем меньше защита магнитного поля Земли. А воздействие космической погоды на человека гораздо сильнее как раз для высокоширотных регионов. Поэтому ученые прогнозируют, в какое время менее безопасно совершать полеты. Космические лучи как раз являются инструментом для прогнозирования состояния солнечной активности. Но сейчас довольно высокая активность. Через где-то 6 лет наступит минимум солнечной активности. Хотя сейчас вот этот цикл 11-летний, он нарушен. То есть и точно сказать, как дальше пойдет, никто пока не берется. Статистика подтверждает, что во время вспышек на Солнце увеличивается количество инфарктов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь наблюдается прямая связь космической погоды со здоровьем человека. Через день-два после начала магнитной бури количество вызовов скорой помощи в разы увеличивается. Инфаркты, инсульты, да, гипертоники, гипотоники, все они подвержены влиянию Солнца. Пока неизвестно, когда будут реализованы лунные программы, но исследования якутских ученых всегда будут актуальными. В августе этого года в Якутске состоится 13-я российско-китайская конференция по космической погоде, где ученые двух стран обменяются опытом и продолжат обсуждение этой темы. Анна Саркомова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.